Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. О чем вам нужно узнать до пятницы? Давайте посмотрим. Загадайте на себя, так и проговорите, о чем мне нужно узнать до пятницы. И пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Смотрите, мои хорошие, показано, что вы какого-то человека с ног снесете, собьете, не знаю, как столкнете. Вы стоите, а человек перед вами падает. Причем падает, я так понимаю, на спину. А это самое болезненное, что может случиться, упасть на спину. И все это делаете вы. А еще у вас над правой рукой подкова показана. То есть это как повезет, да? Повезет, и вы недоброжелателя, либо врага, что одолеете, да? Сможете положить на спину, на лопатки сможете положить. Ваша позиция, она устойчивая, несмотря ни на что. Несмотря ни на то, что там силы не равны, либо вы уже устали, либо вы не верите в то, что вы справитесь и победите. Но вы это сделаете. У вас над правой рукой, вот она подкова, видите? А человек падает и падает на спину. На спину. Это прям жестко, очень жестко. Возможно, это и не человек, да, возможно, это ваша проблема, то, с чем вы столкнулись, и то, что вам кажется непобедимым, да, вот не могу ничего сделать, хоть плачь, да, вот стоит передо мною как какой-то гигант, да, проблема, и я ничего не могу сделать, у меня нет сил, у меня уже желаний не осталось, у меня ничего нет, и просто смириться, да, смириться и принять. Но нет, вы опрокинете этого колосса, вы опрокинете врага, вы опрокинете, не знаю, того, кто мешает. Видите, падает, все падает, а у вас подкова, вам повезет. Либо сами высшие силы вам помогут одолеть то, что сейчас стоит на вашем пути. Может, действительно какая-то конкуренция, соперничество. Может, кто-то устраивает вам проблемы, да, либо делает вашу жизнь невозможной. Вы этого человека, либо эту проблему на лопатки точно положите. Хотите — верьте, хотите — нет. Лучше проверьте. Да, до пятницы тут совсем чуть-чуть осталось. Прям упадет. Да? Ваша проблема, либо ваш недоброжелатель упадет. И вы это сделаете. Хоть сами в себя уже не верите, хоть не ощущаете этих сил и не думаете, что вы способны. Но вы это сделаете 100%. Дальше, до пятницы успеете и огорчиться, и порадоваться. У вас сначала идет огорчение, даже может сегодня какое-то огорчение случится, ну либо завтра. А потом это огорчение, оно сменяется на большую радость. Что это конкретно для вас, не могу сказать, вы все разные, да? А примеров можно привести 1000. Сначала вы себя плохо чувствуете, и вам горько от того, что происходит, а буквально там не пройдет и пару часов, либо там, не знаю, день пройдет, ночь пройдет, и вы уже будете радоваться как ребенок. Вот как две крайности, два пика, две крайности. Одна в минус уходит, другая в большой плюс. Но сначала у вас минус показан, огорчение, а потом у вас показан плюс, радость. И все это успеет случиться до пятницы. То есть и поплачете, и посмеетесь. Понимаете? Но смех у вас, получается, за плачем идет. То есть как утешение. Да? Вы огорчитесь, но вы утешитесь радостью, вы утешитесь смехом, вы утешитесь чем-то положительным. Дальше. Какой-то человек с вами играет, либо обманывает, либо придуривается. Может быть, действительно вот как следы путает. До пятницы все раскроется. Причем этот человек сам себя выдаст с потрохами. Либо по глупости проговорится, либо, может быть, вы застанете этого человека, когда он будет кому-то признаваться, что это все там обман, подлог, что это все там тень на плетень.
Вот, все это раскроется. И вас буквально высшие силы призывают к тому, чтобы вы этого человека не прощали, а наказали, да? Наказали, либо, может, какую-то повинность на этого человека наложили, чтобы этот человек запомнил раз и навсегда, что с вами так поступать нельзя. Вам либо правду нужно говорить, либо вообще ничего не говорить, да? Ничего делать и говорить не надо, только лишь правду готовы принимать. Так что вот, пожалуйста, все вскроется. И человек, да, в таком щекотливом положении окажется. Конечно, будет извиняться, конечно, там будет приседать на коленке, там что-то просить, но нет, надо либо наказать, либо какие-то санкции наложить. Без этого никак. Иначе ситуация будет повторяться до бесконечности. И вот каждый раз вы прям будете чувствовать, да, что что-то не так, это будет играть на вашей нервной системе, это будет вашей головной болью, постоянным беспокойством. Человек от безнаказанности начнет прям чудить, по-черному чудить. Поэтому, да, надо. Прощать нельзя, но наказать стоит. Вот. Пусть это не будет так гладко для этого человека. В назидание, да, чтобы запомнилось раз и на всю жизнь, да, что так нельзя. Еще показывают сети, и в этих сетях дырочка. Дырочка небольшая, но вполне себе достаточная, чтобы рыбка через нее, видите, вот могла проскочить и улизнуть от вас, да, из ваших сетей. Вы-то умничка, молодец, вы все правильно делаете, вы хороший рыбак, да, вы с этими сетями умеете управляться. Это ж не каждому дано, понимаете? А ну-ка, они такие огромные, их нужно там правильно сложить, потом правильно закинуть. Это тяжелая работа, их из воды тащить, они очень тяжелые. Но из-за маленькой дырочки рыбка уходит. У кого-то в прямом смысле слова у вас что-то с дырочкой, да, какая-то одежда с дырочкой, может быть дырочка в карманчике, может быть дырочка там в сумке, подкладка, да, разошлась, может быть дырочка, не знаю, там с внутренней стороны обуви, но вот где-то дырочка есть, да, как можно скорее найдите и зашейте, уберите эту дырочку. Энергия уходит, денежная энергия уходит. Кстати, рыба — это не только деньги, это еще и любовь. Если в доме холодом повеяло, если в доме стали на пустом месте скандалы образовываться, если с любимым человеком, либо с родным человеком, да, не обязательно, что любимый, да, родной, может быть, там ребенок ваш, либо родители, вот происходить стали вот накалы страстей, да, вот вы ссоритесь, явно отток, который нужно устранить. И чем раньше, тем лучше. Понятно, что загрузка, много дел, кто-то плохо видит, но это в ваших интересах, эту дырочку нужно убрать. И то же самое, если мы не говорим про дырки на одежде, да, либо там на предметах, там, обувь, сумки, да, то, чем вы пользуетесь, обихода, предметы обихода, то, возможно, у вас куда-то не туда деньги уходят, куда-то не туда какие-то затраты, на которые вы не обращаете внимания, но которые постоянные и регулярные, стаскивают на себя, перетаскивают ваш бюджет, да, прям высасывают его. Может, вы где-то переплачиваете постоянно. Может быть, кто-то вас обманывает по поводу цены, там, стоимости чего-то. Вот это тоже нужно все проверять. Дырочка есть. И нужно как можно скорее ее найти и, как сказать, уничтожить, да, чтобы этого не было. Проверьте. Может, у кого-то есть доступ к вашим средствам. Может, еще что-то происходит. Но вот деньги должны быть под контролем. Но мне почему-то кажется, что имеется в виду дырка на одежде. Да, может, у вас там сзади дырочка образовалась на домашней одежде, а вы не видите. А может, вы любите такую одежду, да, она вам прям к телу родная. Да, вот. Ну, есть такие вещи старенькие, к которым привыкаешь, они такие удобные, но они тоже как бы изнашивают. Да, тогда залатайте эти дырки, если не можете проститься со старенькой домашней одеждой. Но вот мне почему-то кажется, что больше про дырки идет, как дырки фактические. Да? Так, еще показывают очень странную картинку. Бумеранг какой-то двойной, либо одно на другое наложилось. И из-за этого бумеранг как-то очень медленно летит, но он летит. Вам просят передать, что те, кто вас обидел,
они будут наказаны, они прям расплатятся. Но всему свое время, да, бумеранг одно на другое наложилось. Возможно, там за вас и за кого-то еще, либо за что-то еще. Поэтому бумеранг медленный, но очень большой и очень тяжелый. Там, как знаете, ударит, так ударит. Вашим этим недоброжелателям, либо обидчикам не поздоровится. Не акцентируйте внимание, да, на то, что сейчас ваши обидчики там веселятся, радуются, живут свою лучшую жизнь. Просто не смотрите в ту сторону. Знаете, что бумеранг уже в пути. И да, он медленный, но верный. Да? Его ничто не сможет отвести от ваших обидчиков. Ударит. Всему свое время. Обязательно ударит. А вы, пожалуйста, туда не смотрите. Не смотрите, не травмируйте себе сердце. Да? Мозг не травмируйте. Пусть веселятся. Возможно, это последние веселые дни, какие у них есть в жизни. Здесь бумеранг в пути. Просто чуть-чуть времени больше надо. Долетит, обязательно долетит. Дальше, до пятницы. А вот здесь кто-то выйдет на связь. Причем кто-то очень интересный, вам интересный в первую очередь. Может быть, этот человек важен для вас, да? Симпатия есть. А может быть, этот человек какой-то специалист, либо обладает важной информацией. Но вот этот человек выйдет на связь. Видно, долго вы не могли связаться, либо где-то человек там отсутствовал, пропадал, а тут он тебе объявится. И при желании вы можете и встретиться, или по телефону пообщаться, либо в интернете пообщаться. Но мне больше идет как встретиться, переговорить, да, либо назначить встречу, да, вот как-то так. Потому что человек очень занят был, либо там, не знаю, на больничном был. А теперь выходит на работу, и все как бы можно будет связаться, можно будет договориться, там, все обсудить, все выяснить, все узнать. Это хорошая новость. Дальше. Кто у меня близнецы? Либо у вас родственники-близнецы. Вы знаете, как будто бы на знак близнецов звездочка яркая спускается. Я так понимаю, что здесь прямое послание, что вашей мечте, либо вашему желанию суждено исполниться. Вот именно для близнецов. А может, вы близнец, да, у вас есть брат, либо сестра-близнец. Прям показано, что ваша мечта и ваше желание точно исполнится. Это уже прописано в вашей судьбе. Не могу сказать, когда, до пятницы, после пятницы, но точно исполнится. Звездочка прямо на знак близнецов ложится. Если вы родились под знаком близнецы, если вы близнец кого-то, да, у вас есть близнец, либо ваш близкий человек, который родился под знаком близнецов, исполнится, 100% исполнится. И еще, мои хорошие, здесь какие-то горки, спешка. Американские горки, наверное, имеется в виду. Взлеты и падения. Взлеты и падения. Но, смотрите, так интересно показали, что вы наберете большую скорость, что вы это падение не почувствуете. Либо как-то так все быстро произойдет, что вы не успеете это все прочувствовать. Да. Скорость, большая скорость. Набирайте скорость. Возможно, идет речь о вашей жизни, о темпе жизни. Может, какие-то дела начнут делаться и решаться, будут плюсы и минусы, но вы минусы практически не почувствуете, потому что так будете вовлечены в процесс, на такой скорости будете гнать по жизни, что даже и не почувствуете. Но будет и то, и это. Кстати, здесь один спад, но 2 подъема. Так что не переживайте. Если у вас прям такое, знаете, ощущение, что вдруг там что-то случится, ничего не случится. А если и случится, то вы это не заметите и даже не почувствуете. Так, показывают вашего близкого человека. Даст вам повод для радости. Сейчас этот человек вас либо ничем не радует, либо наоборот огорчает. Но опять же, может, не специально, да, может, вы очень переживаете за этого человека, волнуетесь. Но до пятницы этот человек даст вам, близкий человек даст вам повод для большой радости. Может быть, даже как будете отмечать, потому что здесь радуга. Человек заходит с радугой, эта радуга и над вами, и на вас распространяется. Радуга — это всегда счастье, это всегда радость, это всегда невероятно позитивные эмоции.
но это близкий человек, любимый, родной, может быть, даст повод, либо станет поводом, станет причиной к тому, чтобы была радость для вас. И вот это все огорчение, переживание, вот его как будто бы сдует, да, его не будет. Дальше показывают, что кто-то из ваших как доверенных людей, ну, скорее всего, имеются в виду там друзья, подруги, но может быть еще и родственники, со свиньей целуются. Возможно, человек будет замечен, либо выяснится, да, что человек с кем-то общается, кто вам неприятен, либо у кого плохая репутация. Для вас это будет прям такой негативный сюрприз. И у вас такая реакция, наверное, там бежать, выяснять и просить, чтобы больше не общались, уж тем более не целовались. Но с другой стороны, может, человек и специально скрывал, да, зная, что у вас такая может быть реакция. Но опять же, шило в мешке не утаишь, да, все тайное рано или поздно становится явным. Я так понимаю, что своими глазами увидите, как этот человек, родной, да, доверенный человек целуется со свиньей. У каждого свои, как говорится, вкусы, предпочтения в жизни. Просто сделайте правильные выводы. Возможно, это какой-то свинолюб, да? А может быть, они похожи, поэтому они имеют такое общее как взаимопонимание, да, общие интересы в жизни, им там приятно общаться. Может быть, с вашим этим доверенным лицом что-то не так, а может быть, это лицо не заслуживает быть близко к вам, либо не заслуживает того, чтобы вы доверяли. Такое тоже случается. Дальше. Женщина спешит к вам, но до пятницы она может и не успеть. У этой женщины для вас какое-то важное сообщение, но это сообщение только можно передать с глазу на глаз. Да? Вот телефоны, мессенджеры не подходят. И эта женщина, она как пытается выкроить время для того, чтобы именно с вами встретиться. Может, она вам будет предлагать встретиться, и у вас, например, не получится. Да? Вы заняты на работе, у вас там домашняя рутина. В принципе, вы далеко друг от друга территориально находитесь. Да, возможно, встреча и не случится до пятницы. Но, тем не менее, случится там, не знаю, на выходные, в субботу, либо в воскресенье. Эта женщина настойчивая, она сможет добиться своего. И то, что она вам скажет, произведет на вас такое впечатление, что вы всю ночь ворочаться будете, все время будете об этом думать. Почему-то мне идет как перевозбуждение пойдет. Вот от ее слов, от ее сообщения будет перевозбуждение. Но не в минус все-таки, не в минус. Да? Вот какое-то предвкушение, вы об этом думаете, вы об этом мечтаете, в голове прокручиваете. Да? Возможно, она о каких-то шансах расскажет, о каких-то возможностях, о каких-то, скажем так, скрытых, потаенных вариантах, да, которые недоступны всем, но она о них узнала и как бы вам сообщает. Разговорчик у вас состоится. Очень похоже на подругу, либо просто на хорошую приятельницу. Дальше, до пятницы вы кого-то не досчитаетесь, либо с кем-то не сможете пообщаться. Вот захотите, а не сможете. Человек как будто бы сквозь землю провалился. У человека на то есть причина. Эту причину, к сожалению, вы не узнаете. Только лишь когда человек объявится, тогда и узнаете. А сейчас вот кинетесь, где человек, а нет человека. Телефон, не отвечает, как будто бы отключен. Дома человека нет, на работе не появлялся, никто ничего не знает. Да? Вот как будто бы корова слезала, да? Исчез, переместился в другую реальность. Да, не переживайте за этого человека, там все под контролем, все нормально, просто да, какая-то есть причина, и человек так сознательно поступает. Сознательно, да. Это не потому, что не доверяет, это скорее потому, что не хочет грузить своими проблемами, либо своими переживаниями. Согласитесь, у вас же тоже так бывало, что вам хотелось убежать ото всех и побыть в тотальном одиночестве. Да, вот как-то так идет. А может быть, действительно человек заедет в такое место, где, там, не знаю, сети нет, вообще нет. Или нужно там на дерево лезть, чтобы хоть как-то там сеть поймать. Может, и такое может быть. Но человек туда поехал сознательно, и это для него, как лучший вариант, да. Дальше, до пятницы. Планы могут меняться.
и меняться просто вот несколько раз ко дню. Да? Не успели вы поменять, опять нужно менять. Только лишь поменяли, тут раз отмена, тут еще что-то подвернулось. У вас какой-то вот день идет просто сумасшедший. Четверг, на четверг похоже на самом деле. Ну да, мужской день — это четверг. И вам будет казаться, что кто-то очень сильно влияет на вашу жизнь, либо, не знаю, высшие силы так развлекаются. На самом деле нет. Нет, просто, скорее всего, вы пытаетесь подстроиться под новые обстоятельства, а это сделать будет не так-то просто, да, потому что обстоятельства все время меняются, то есть не все от вас зависит. То есть, возможно, вы действительно подстраиваетесь под других людей, либо под те условия, которые вот образуются здесь и сейчас. Дальше. С кем-то вы сможете договориться, причем договориться, сами на то не рассчитывая. Ну, допустим, да, вы хотите посетить какого-то профильного специалиста. То есть вы пойдете поинтересоваться, допустим, да, а вам там сразу такие варианты хорошие будут предлагать, что вы скажете: о, здорово, зачем откладывать, если такой прием, такие варианты, такие возможности, ну, лучше сразу, да, сразу, наверное, там услуги получите, либо консультации, что-то сразу получите. И это будет приятно, очень даже приятно. И выгодно, и приятно, и результат вам понравится, да. Хороший знак. Дальше, до пятницы. Здесь какой-то мужчина будет пытаться с вами заговорить, либо поговорить по поводу, ну, допустим, свидания, да. И с одной стороны, он робеет перед вами, да, либо вот не решает, решиться не может. И вы это видите, умиляетесь, но достаточно строго на него смотрите, думаете: ну как это, что я для тебя все должна делать, давай, старайся. Хочешь позвать на свидание, ну так проговори это, да. Либо хочешь что-то большее предложить, давай, озвучь. Я не буду подыгрывать. Это будет очень интересно. Вы, знаете, как сама в себя смеетесь. Ну, конечно, ему это не показываете, вы же не хотите его обидеть. Но это будет очень интересно. Так, кто-то у меня вещи будет собирать. Может быть, вы за город будете ехать, может, на отдых, может, на дачу, да, открывать дачный сезон. Вещи собираете. И почему-то мне идет, что как-то медленно у вас это все продвигается. А я вам скажу, скорее всего, вы интуитивно чувствуете, что будут какие-то перемены. Допустим, перемены в погоде, да. Резко станет жарко, да, и половину вещей брать не надо. Либо сильно задождит, и вы отложите даже поездку. То есть как-то так, все не просто так, да. Не просто так медленно собираются вещи. А еще тут показывают какого-то неожиданного помощника. Видите, человек вам руки подставляет, чтобы вы на руки встали и до чего-то дотянулись, либо что-то смогли сорвать, допустим, да. Вы не просите, не ждете, пытаетесь справиться самостоятельно, и человек, возможно, просто там мимо будет проходить, увидит и решит вам помочь. И, кстати, это будет очень полезно. Вы и все быстрее сделаете, и познакомитесь, либо сблизитесь с этим человеком. Может, вы знакомы визуально, но не особо там близко общались. Но это будет приятно, да, такая приятная неожиданность. Всегда приятно, когда кто-то интересуется твоей жизнью, либо старается тебе помочь. Даже если ты не ждешь и не просишь. Но вот это будет. Для вас это точно будет. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.